Салам алейкум. Меня часто спрашивают про этнонимы. Руслан, почему ты не зачитываешь этнонимы? Я сейчас над книгами работаю. Это раз. Во-вторых, столько за прошедшие 2 столетия, столько наврали, столько напутали, столько умышленно изменили подлинные события в угоду политике, в угоду нужд своих, да, политических или исторических, что просто даже неохота это зачитывать, если вам честно сказать. Постоянно идут вот эти посягательства на чужие этнонимы, желание вот чужим именем назваться. Упаси Всевышний каждого человека и каждый народ, чтобы называться чужим именем. Это нехорошее дело, это страшный грех. Вот меня спрашивали про кистов и дзурзуков. Смотрите, в Грузии этноним дзурзук известен очень давно, это еще до нашей эры. Это 2000 с лишним лет. Но, по крайней мере, за 300 лет до нашей эры и Фарнаваз, и Саурмак, его сын. Фарнаваз – это первый царь Грузии, который основал общую государственность грузин. Он породнился с дзурзуками. Но обычно в то время роднились с народами, которые имеют какую-то силу, какое-то значение в этом регионе. Породнился с дзурзуками. Его сын Саурмак, когда смута в стране началась, он был спасен в стране своей матери. Кстати, вот эти дзурзуки на тот период, древний, они указаны в районе Центрального Кавказа и Дарьяла, да, на многих сообщениях, многих картах. Уже в 20 веке ученый Волкова, Н.Г. Волкова, она обследовала все архивные материалы и установила, что, например, в 16-17 веках ингуши контролировали Дарьяльское ущелье от Ларса до Степан-Сменда и постоянно там проживали. Вот смотрите, есть такая карта в Ахушти-Багратионе. Он работал там над картами, над комментариями к ним. Вот на тот период он сделал вот эту знаменитую карту. Там указано все ингушские общества. Все ингушские общества, 3 общества указаны. Это и глигвы, и кисты, и дзурзуки. Кстати, там же, на этой же карте, отдельно указано, в северной части Дагестана указано общество чечаны. Да. Я не знаю, почему обязательно надо нашим соседям вот на эти этнонимы посягать. Для чего это нужно? Что это дает? Кстати, в описании в Ахушти-Багратионе ущелье реки Терек названо Дзурзуки. Прямо так и указывается там. Терек берет свое начало от Дзурзукети, это нынешний Кистети. Но это в летописях 12 века еще уточняют. А древнее название вот этой реки Терек, Ламех, это ингушское название, да, горная вода, горная река. Издан один материал в Москве в университетской библиотеке, это Москва, 1816 год. Там в работе «Кавказские земли» приводится: между реками Сунжей и Аксаем обитают кисты, ингуши, карабулаки, почитаемые за потомков древних алан. И дальше продолжается там и чеченцы, весьма хищный, буйный народ. Далее продолжается земля кумыков с местечком Эндери. Видите как? Там дело в том, что вот эти населенные пункты, они, полукочевой образ, когда ведут люди, они там немножко меняли свое расположение. Те же населенные пункты Эндери и Чечен-Аул, они меняли, да. Вот смотрите, этноним Кисты, например, да, он встречается впервые в армянской еще географии. Кстати, у ингушей статного, красивого человека всегда называли Костолыш, да, то есть обладающий статью, красотой. А этноним Кишти известен в грузинских летописях с 13 века.
Племенные названия ингушей, кисты, вариант кишты, кистины. Кстати, знаете, как Петр Услар записал еще в 1850 году? Бени, название чеченского живущего на реке Кистинке. Ну, тогда, видите, ингушей записывали в чеченское племя. Джарахатцев называют их фяпи, то есть Дарик Хагуштах. Последующая строчка с Дарик Хагуштах. Вот эта речка Кистинка, где жили вот эти кистины, она находится под Казбеком, в Дарьяльском ущелье. Я, вот который сегодня разговаривает об этих этнонимах, я прямой потомок вот этого общества, да, кистов, да. Оно не где-то, не в Дагестане, не в Чечен-Ауле, нигде, именно там находится, да. Смотрите, как посягают на эти этнонимы. Ибрагим Алироев указывает, Токарев допускает неточность отношений этнонима кистов, когда говорит, именно к предкам ингушей относят русское название кисты. Кисты, он, поправляет его, не русское название. Кистами грузины называли все граничащие с Грузией войнахские племена, не только ингушей. Ибрагим Алироев пишет это. Вот смотрите, в периоды, когда чеченские племена обозначались отдельно, мичкизы, атихизы и другие названия, качкалыковцы и другие, термином кистины обозначали ингушей, как одно целое в местах компактного проживания древнего ингушского народа и носителей вот этой фонемы «п». Тогда еще не было единого чеченского народа. О каком диалекте в лице кистин можно тогда говорить? Смотрите. Да, в чеченском диалекте. Сегодня термин кистины, как и зурзуки, перетягивает на себя все, кому не лень. На термин гидронимов, как известно, гидронимы наиболее устойчивое обозначение во времени. Это не я говорю, это говорят многие академики, Мурзаев, другие. Вот с названием Кистинка река имеется только на территории ингушей. Понимаете? Да, рядом в районе селения Гелоте, да, Охкарахи, Кистинка и так далее. Это можете смотреть многочисленные карты. Есть еще интересная карта одна, на которой указаны кисты ингушевские, да, в районе Центрального Кавказа, и кумыцкие чечены, да. Зачем, я не знаю, зачем на чужие этнонимы, зачем, кому это нужны? Смотрите, как отсекает от ингушей, оригинально отсекает от ингушей термин зурзук или кис. Смотрите как. Токарев в этнографии народов СССР, Москва, 58 год, на странице 242 сообщает. Соседи народа Дагестан, чеченцы, два близко родственные по языку происхождения народа. Язык вместе с языками народа бацпийцев и кистин входит в войнахскую группу языков. Алироев его поправляет. Токарев допускает неточность в отношении этнонима кистин, когда говорит, именно предки ингушей относят русское название кисты. Во-первых, этноним кисты не русское название, очень древний. Кистами грузины называли все граничащие с грузинами войнахские племена, не только ингушей. В ранних грузинских источниках, продолжает Алиров, чеченские ингуши известны под названием Зурзуки и Глигвы. Несомненно, что Глигвы есть на самоназвании ингушей. Алай в войнахском произношении. Алироев, работа Кистины, страница 150. Видите, как он оригинально это вычленил, написал, Зурзуки оставил чеченцам, а Глигвы ингушам. Ой, артисты. Знаю такой народ. Вообще, Арби рассказывал мне вообще, говорит, даже, говорит, у чеченов пословица есть, что если поругался с ингушом, то, говорит, руку с кинжала вообще не убирай никогда. Ни днем, ни ночью. Он, говорит, спать не ляжет, пока тебе не объяснит, что к чему.